До этого мы разговаривали про выборы и про то, почему то, что произошло, так называемый день голосования, это не очень хорошо, и не в плане того, что просто неправильно, ну, то, что просто это выборы были нечестные. Вот почему, что именно произошло не так в плане трансформации системы? Когда мы говорим про белорусские вот эти выборы, вот, которые тут недавно прошли, парламентские, да, ну, в первую очередь нас интересуют парламентские, местные тоже интересно, это отдельная, наверное, тема большая. Но по парламентским результат впервые за историю существования такой условно независимой Беларуси у нас, ну, за последние там, 25 же, окей, ладно, лет возьмем, у нас появилась в парламенте партия, которая, в общем-то, взяла практически большую часть парламента, там, 46% или что-то около того, это Белая Русь. То есть все время у нас была ситуация, когда основная масса это беспартийные. Посмотреть там 19-й год, там 90, наверное, процентов это беспартийные. Сейчас у нас вот, ну, основная партия это Белая Русь. Руководитель Белой Руси, многие там члены Белой Руси, это такое жесткое евразийство. Причем, то есть они, если мы говорим про руководителя Белой Руси, там в его научных работах в основном упоминается там не столько Беларусь, сколько такая вот территория, которая там часть Руси, часть России, часть Советского Союза. Вот это вот жесткая ностальгия по совку. Ну, то есть вот что несет с собой Белая Русь. Сейчас мы видим, что они получили большинство в парламенте. Мы еще ждем 4, по-моему, апреля, когда будут результаты выборов в Совет Республики, так называемый Сенат. Вот, сколько мест получат они там, кто будет председателем палаты представителей. Все это уже, это внутренние процессы. Это гораздо важнее, чем были люди на избирательных участках или не было. Понятно, что выборы нарисованы. Ну, то есть они были нарисованы там, 5 лет назад, 10 лет назад, 15 лет назад, как бы 20 лет назад были выборы нарисованы. Никого это, ну, особо в таких масштабах, да, там не сильно волновало. Важна эта внутренняя борьба. То есть вот два трека. Это трек незалежничества, какой-нибудь условный Марзалюк, который там максимально в системе, который, ну, старый алкоголик-одиночка, однако он топит вот за эту как бы идею противостояния евразийству. И вот ему там дают тоже какую-то аудиторию. У него есть возможность ездить по стране, там что-то говорить. Ну, то есть это один из треков, который разыгрывается, собственно говоря, Лукашенко. У него никогда нет одного трека. Второй трек это евразийство, это Гигин, это Дермант, это вот эти вот Шпаковский, вот эти товарищи, как бы это там Озверенок, там вся эта история. И вот сейчас мы видим по результату выборов, что евразийцы, ну, взяли существенный кусок. То есть мы как бы вот растяжка, да, там авторитарная, автократическая, вернее, как бы персоналистская автократия в Беларуси, там с Лукашенко, но независимой, условно независимой, да, в АДКБ, в союзном государстве, однако же. Либо победа евразийцев и какое-то восстановление, попытка восстановления уже там Советского Союза в гораздо больших масштабах. Это плохая растяжка, но это то, что у нас есть. То есть заход в систему пророссийских товарищей. Да, и укрепление их позиций. В 2025 году мы, скорее всего, будем иметь, несмотря на его там заявление, скорее всего, будем иметь уход Лукашенко на ВНС, ну, то есть к этому все идет. В 2023 году, ну, там, в марте или когда-то был подписан указ о этом ВНС, мы видим перераспределение полномочий от президента на главу вот этого всебелорусского собрания. И ну понятно, что Лукашенко до последнего будет говорить о том, что он пойдет на выборы. Потому что если он сейчас скажет, что не пойдет, это будет очень сильная разбалансировка, тут появятся сразу желающие. То есть он до последнего будет терпеть. И если ничего там критического не произойдет во внешней политике, то он пойдет как бы на ВНС. И мы увидим укрепление, ну, появление, да, какого-то парламента, и крупных парламентских фракций как актора. Мы увидим, соответственно, вот президента, который, может быть, будет пытаться, ну, в зависимости от фигуры, конечно, вот, может быть, будет пытаться как-то вот работать. С ними будут работать внешние игроки, то есть Российская Федерация, она всегда работает на появление парламентских фракций. И, ну, появление парламентских фракций это хорошая штука, вот это, ну, хорошая история, но Россия это замечательно использует, они умеют. Вкачиваешь денег, получаешь свое серьезное лобби. Вот это то, что мы будем наблюдать в ближайшие годы, если не произойдет, не знаю, там, ядерной войны. Как-то так. Поэтому вот эта важная история в парламентских выборах не столько там пришло или не пришло людей на избирательный участок, вообще не играет никакой роли. Или там прошли пропагандисты, не прошли пропагандисты, там конкретные люди, да, вот как вот там Гигин появился или не появился. Важно, что у нас вот фактически там 50% почти парламента это евразийцы туда пришли. Ну вот как-то так. Хотя внутри Белой Руси тоже не все однородно. Мы говорим про правление партии.